в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Визиту таких гостей рады в каждой квартире. Социальные работники всех адресатов помощи всероссийской акции «Мы вместе» обзванивают заранее. Бесплатный продуктовый набор для большинства из них в период пандемии – большое подспорье. Многим из-за болезней и в силу преклонного возраста в магазин ходить нелегко. Да и из-за коронавируса не рискуют выйти на улицы лишний раз. Людмила Михайловна говорит, что этой провизии ей до осени хватит. Такая помощь очень хорошая, конечно. Благодарим вас. Это очень даже здорово. Потому что с моей-то еще памятью приду в магазин, уже список напишу, список дома забуду. Приду, думаю, что мне надо купить-то, не знаю. Итак, в день социальные работники обходят до 25 адресов. Развозить по домам и раздавать продукты помогают им волонтеры, участники команды молодежки ОНФ. И корочка очень вкусная, рис, получается макароны, чай, кукуруза консервированная и банка тушенки. Также сахар и растительное масло. Еще недавно эта комната была буквально завалена такими продуктовыми наборами, говорят социальные работники. Сегодня осталась лишь небольшая часть. Более 1000 пакетов уже доставлены по адресам. У кого есть возможность, приходят прямо в социальное отделение. На сегодня от желающих получить такой сухпайок поступило более 3000 заявок. В списке претендентов – одиноко проживающие граждане старше 65 лет. Я лично считаю, что это не только поддержка к столу, но это в первую очередь моральная поддержка вот гражданам, которые у нас оказались, в общем-то, впервые в такой ситуации изоляции. Поэтому даже, вот, как говорится, доброе слово и кошке приятно. Поэтому каждый из них, получающий этот набор, он чувствует свою какую-то защищенность, свою нужность обществу в конечном счете. Вот, поэтому я считаю, это очень благородное дело. Впрочем, акция «Мы вместе» не ограничивается только раздачей продуктов. Список деятельности волонтеров большой. Они в аптеку за лекарством ходят, и мусор выносят, оплачивают счета за коммуналку, обеспечивают средствами защиты. Больше всего удивленных людей. Потом, когда мы уходим, у них улыбка на глазах, некоторые даже плачут от того, что они не забыты, они их помнят и им помогают, причем помогают бесплатно. Вот когда мы первый раз развозили, там некоторые люди говорили даже, что это много, и делились с соседями. То есть, даря добро одному человеку, ты передаешь свою эстафету, и тот человек раздает добро дальше. И вот это добро активисты несут уже 3-й месяц во всех районах республики. Акция будет действовать до окончания пандемии, чтобы облегчить жизнь пожилых людей, самых незащищенных слоев населения в условиях самоизоляции. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.